Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Арслан Мударисов. И сегодня в программе. Объявят ли родители умершего в Санкт-Петербурге таджикского младенца террористами? Новые подробности скандального дела. О гибели ребенка говорят все общественники, депутаты, дипломаты России и Таджикистана. Молчание хранит только Эмомали Рахмон. Депутат Законодательного собрания Петербурга обратился к прокурору города с требованием провести проверку и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в смерти Умарали Назарова. Узбекский СУМ обновил очередной исторический минимум, упав сразу на 10%. Убит последний сбежавший заключенный в Бишкеке Алтынбек Итибаев. Премьер-министр Японии начал свое турне по Центральной Азии с Ашхабада. Впервые с момента трагедии в Санкт-Петербурге, когда в отделении полиции то ли от переохлаждения, то ли от голода скончался 5-месячный младенец из Таджикистана, Министерство иностранных дел России не только дало понять, что в курсе происходящего, но и открыто заявило, что берет расследование под особый контроль. Я прежде всего хотела бы от имени Министерства иностранных дел, от всего нашего коллектива лично выразить глубокие соболезнования родителям ребенка, всем родным, я имею в виду родным людям, в связи с тем горем, которое их постигло. Как только поступила эта информация, Министерство иностранных дел России обратилось во все компетентные инстанции для скорейшего прояснения обстоятельств случившегося. Я хочу сообщить, что следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург 20 октября 2015 года возбуждено уголовное дело. Его номер 387641 по признакам преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 109 УК России. Речь идет о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ход и результаты расследования настоящего уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города Санкт-Петербурга. Одновременно тщательную, я бы сказала, даже самую тщательную служебную проверку действий своих сотрудников проводит руководство ФМС, МВД и Минздрава. Со своей стороны мы находимся в постоянном контакте со всеми вовлеченными в эту трагедию ведомствами. И я хочу вас заверить, что и расследования, и соответствующие проверки будут проведены максимально оперативно, гласно и самым тщательным образом. Речь идет о большой человеческой трагедии, речь идет о гибели ребенка. Накануне петербургская «Новая газета» опубликовала статью под заголовком «Откуда такая ненависть?», в которой приводится не только интервью бабушки, уже потерявшей внука, и матери, уже лишенной первенца, но и переводятся такие данные, что рождают новые вопросы к правоохранительной системе России, вернее ее отдельным представителям. В тот день около 10 утра в квартиру, которую снимает Назарову, нагрянули сотрудники ФМС. Бабушка и сама мать 5 детей, Мехринисо Назарова, на тот момент уже проводила в школу младшего сына, первоклассника, и ушла на работу. Она моет посуду в кафе недалеко от дома. В квартире находился 17-летний сын женщин Далер и 21-летняя невестка Зарина с ребенком. Муж Зарины, 25-летний Рустам Назаров, сын Мехринисо, работает на стройке, его во время визита ФМС рядом не оказалось. 3 незнакомых мужчин ворвались в квартиру, схватили Далера, Зарину и малыша. Всех увезли в полицию. Умару даже не разрешили одеть, забрали, как был, в синем шерстяном комбинезончике. Даже шапочку на него надеть не дали. Через полчаса Мехринисо позвонил Далер, сказал, что они в полиции. Бабушка побежала туда по дороге, взяв дома бутылочку молочной смеси для малыша. Около 12 она была в полиции. Подошла к окошку дежурной части, но ее выпихнули в коридор. Бабушка все это время слышала, как Умар кричал. Она просила, умоляла его покормить. Смесь была еще теплая. Сотрудник дежурной части взял у нее бутылочку и поставил на окно. Далее, примерно в половине 3 к полиции подъехала скорая, и силовики передали младенца медикам.
Бабушка умоляла поехать с внуком, но ее оттолкнули и уехали. В это время мать младенца Зарину доставили в суд. Судили до 21 часа вечера, оштрафовали на 5000 рублей и велели в течение 15 суток покинуть Россию. Едва покинув зал суда, Назаровы помчались в полицию узнать, где ребенок. Им ответили: в детской больнице имени Цимбалина, завтра заберете. Назаровы позвонили в больницу, там повторили то же самое: приезжайте завтра. В 8 утра им позвонили из больницы: не надо приезжать, ваш сын умер. Через полчаса родственники были в больнице, но опоздали, малыша уже увезли в морг. Отец поехал туда, однако и в морге ребенка ему не показали. Мужчина ездил в морг каждый день и только на 4-е сутки, уже после вскрытия, смог взглянуть на сына, но так и не узнал его. Более подробно о ситуации из уст адвоката семьи потерпевших Назаровых Олега Барсукова. Сегодня целый день допрашивали родственников, у которых, собственно, этого ребенка и отняли. Как его отняли, мы еще пока не допрашивали, не дошли до допроса, той стороны, службы ФМС и службы по делам несовершеннолетних. И сейчас вот дело, оно в той рутине, самое главное, что лично я симпатизирую и семье, и консульской службы, потому что они не стараются там кого-то не предвзято обвинить, не стараются выискать там слишком виновных. Они действительно, я в деле как представитель потерпевшего и гражданского истца, и они не стараются там какую-то получить выгоду из этого дела, потому что понятно, ребенка не вернешь, и они хотят объективного расследования и узнать действительные причины смерти. Действительные причины смерти, естественно, мы узнаем не раньше, чем будут результаты этого заключения медэкспертов. А заключение медэкспертов будет, я думаю, вряд ли раньше, чем недели через 2. И вот тут начинаются вопросы. Во-первых, по утверждению полиции, дом был расселенный, без газа и электричества. Но свидетель утверждает, в доме все это есть. А мигранты платят за съем этой квартиры 25 000 рублей. Кому? Почему никто не заикается о привлечении владельца квартиры к ответу? Далее, с сотрудниками ФМС должен был быть переводчик, однако Зарина его не увидела. Его там не было, иначе она бы на месте смогла объясниться. Еще. Теперь в квартиру Назаровых, ту самую, где как бы и нет газа и электричества, уже дважды приходили с обысками. И не просто так, а с собаками. Что ищут стражи порядка? Уж не бомба ли? Чтобы под шумок объявить мигрантов террористами. Нынче это очень модно. И последнее. Назаровы живут в Петербурге 15 лет. В 2004 году недалеко от дома на 12-летнего сына Мехренесо напали неизвестные с ножами. От проникающих ранений в грудь и в шею он скончался. Убийство того ребенка не раскрыто до сих пор, и совсем нет уверенности, что убийство этого ребенка тоже будет раскрыто. Своим видением данного дела поделился с нами глава Демократической партии Таджикистана, депутат парламента Саид Джафар Исмонов. Я скажу свое мнение, как лидер партии, что пока неизвестна точные причины смерти мальчика, нет юридической оценки, но в любом случае Россия считается нашим стратегическим партнером, и любая смерть – это очень неприятная информация, потому что мы думаем, что российская страна, например, правительство, должно дать свою оценку, потому что таких случаев, например, в отношении мигрантов есть, факты есть. Можно сказать, что и много. Поэтому это не очень приятный фактор, когда мы считаем Россию стратегическим партнером. То есть Россия должна тоже считаться с мнением общества Таджикистана. И в том числе вот по данному факту. Потому что этот ребенок, он ни в чем не виноват. Ребенок, он в чем? Он какое-то правонарушение он сделал. Ничего, если его родители какой-то или мать какой-то нарушили какой-то закон. Но ребенок-то не нарушал закон. Между тем, депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский сегодня обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с требованием провести проверку и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в смерти 5-месячного таджикского мальчика Умара Али Назарова. Вишневский в своем письме не соглашается с тем, что ребенок скончался всего лишь в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками УФМС, полиции и медиками профессиональных обязанностей, усматривая в их действиях причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
то есть признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. Депутат спрашивает у прокурора города, чем руководствовались сотрудники УФМС, когда ранним утром забирали младенца без разбирательств, без родственников, не позволив одеть Умара по сезону и собрать необходимые для него вещи. Также депутат интересует, почему сотрудники первого отдела полиции не позволили бабушке покормить ребенка, выражаясь в ее адрес грубой нецензурной бранью с явными признаками дискриминации по национальному признаку, и не покормили его сами, оставив голодным. Почему ребенок не был передан медицинским работникам сразу, если сотрудники УФМС и полиции видели в этом необходимость? Недоумевает Вишневский. И, наконец, как же так получилось, что здоровый ребенок умер в больнице под присмотром специалистов от острой респираторной вирусной инфекции? Ответы на все эти вопросы до сих пор даны не были, зато в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении родителей Умара, которые якобы не исполнили или ненадлежаще исполняли обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. На черном рынке Узбекистана по состоянию на 22 октября курс доллара резко вырос. За один день он подскочил на 500 сумов, что в переводе на русскую валюту приблизительно 11,5 рублей. Такой факт вызвал панику среди местных предпринимателей, сообщает узбекская служба радио Азадлик. Если утром в четверг жители страны могли купить 1 доллар за 5500 сумов, то к вечеру курс достиг отметки в 6000 сумов. Независимые наблюдатели считают, что рост курса доллара на черном рынке в Узбекистане связан с сокращением объема денежных переводов от работающих в России трудовых мигрантов. В Узбекистане существует 3 курса по обмену иностранной валюты. Курс Центрального банка Узбекистана в настоящее время составляет 2663 суммы за 1 доллар. И, разумеется, по такой цене купить его невозможно. Черный же курс 22 октября почти достиг отметки 6000 суммов. В стране существует также и биржевой курс доллара, который составляет 7000 суммов за доллар. Напомним, что в соответствии с недавним исследованием экспертов соотношения денежных переводов мигрантов к внутреннему валовому продукту Узбекистан не настолько зависим от мигрантских денег, как, например, Таджикистан и Кыргызстан. Зато он оказался в лидерах по объему денежных переводов и числу мигрантов. Далее коротко о ключевых событиях Центральной Азии. Несколько десятков боевиков террористической группировки «Талибан» бежали границы с Туркменистаном и укрылись на островах в пойме реки Амударьи при наступлении афганских правительственных войск на уезд Хамьяб, сообщил Интерфаксу источник Министерства обороны Афганистана. По его словам, речь идет о 80-90 боевиках. Уезд Хамьяб находится в северо-восточной части провинции Джауздан, на границе с Туркменистаном. По словам военного, он освобожден от талибов в ходе войсковой операции, которая проходит под контролем первого вице-президента страны Абдулрашида Дустума. Стоимость квадратного метра жилья в Астане и Алматы в иностранной валюте упала более чем на 12%, сообщают казахстанские СМИ. Так, жилье столицы Казахстана сейчас стоит 1381 доллар за квадрат. Цена обвалилась на 17% в период с 25 августа по 20 октября. В Алматы цена квадратного метра составила 1463 доллара. Это потеря 12% от стоимости с 20 августа. Отмечается, что по нынешнему курсу в районе 277 тенге квадратный метр в столице стоит 383 тысячи тенге, а это на 59 тысяч больше, чем было в середине лета. А в Алматы на нацвалюте цена выросла на 85 тысяч до 405 тысяч тенге. Эксперты напоминают, что уменьшение цен в долларах на 10% после изменения курса в феврале 2014 года произошло только к концу года, а сейчас это случилось всего за 6-7 недель. В результате в 2016 году ожидается показатель в 1300 долларов за квадрат. В Бишкеке убит последний сбежавший заключенный Алтынбек Этибаев. Как выяснилось, беглец скрывался в одной из квартир дома в микрорайоне Достук. Из сообщения ЦА Ньюс в правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что Этибаев может находиться в этом районе. Было начато прочесывание местности. Милиция проверяла все дома и квартиры в микрорайоне, в том числе и квартиру, где прятался Этибаев. В момент, когда сотрудники подошли к двери его квартиры, беглец открыл огонь из автомата Калашникова. В результате перестрелки от полученного ранения в голову погиб боец СОБР. Также есть потери и среди гражданских: пожилая женщина и мужчина средних лет, жившие в соседней с беглым преступником квартире. Со слов близких, опознавших тела убитых, ими оказались сын и мать, проживавшие там. Еще один милиционер ранен. Тем временем в Кашкадаринской области Узбекистана суд признал виновными 2 женщин в пропаганде строительства халифата через социальные сети. Сообщается, что Шахло Кудратова и Нилюфар Абдулаева осуждены на 5 и 7 лет тюрьмы соответственно. Правозащитники говорят, что в последнее время в Узбекистане по таким обвинениям в основном
основном судит членов запрещенной партии Хизбут Тахрир, сообщает узбекская служба радио Азадлик. По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, дело этих двух женщин служит примером усиления в интернете, в частности, в социальных сетях Одноклассники и мобильном мессенджере WhatsApp пропаганды религиозно-экстремистской идеологии. Только в октябре этого года в двух регионах Узбекистана были выявлены факты пропаганды идей религиозного экстремизма через социальные сети, сказал минувший вторник российскому информагентству «Интерфакс» представитель Генпрокуратуры Узбекистана. По его данным, в первом случае две жительницы Кашкадаринской области занимались пропагандой идей экстремистской религиозной группировки с помощью мобильного мессенджера WhatsApp. Они призывали к свержению законного правительства, отметил представитель прокуратуры. Во втором случае, по данным Генпрокуратуры, две школьные учительницы Ферганской области задержаны по обвинению в распространении материалов с пропагандой идей исламского государства, Ирака и Леванта и хранении таких материалов в своих мобильных телефонах. Впрочем, в ходе следствия установлено, что женщинам не удалось завербовать ни одного члена в свою группу. В Ашхабад с официальным визитом прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абе для переговоров с Гурбангулы Бердымухамедовым. Это первый визит главы японского правительства в Туркменистан в истории взаимоотношений двух государств. Ожидается, что в ходе встречи чиновники обсудят вопросы развития политического диалога между двумя странами, обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе и на континенте, а также развитие партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров сторонами планируется подписать пакет двухсторонних документов. По мнению экспертов, главной темой на туркмено-японских переговорах на высшем уровне будет экономика и в первую очередь развитие двустороннего сотрудничества в топливно-энергетическом секторе и энергетике. Туркменистан из-за падения цен на энергоносители в последние годы взял курс на развитие нефтегазохимической промышленности, и главным партнером здесь выступает японская сторона, предоставляющая для совместных проектов в этой области инвестиции и передовые технологии, отмечают туркменские СМИ. Это были актуальные новости Центральной Азии. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.